Не надо забывать солдата, лучшая награда для него, когда ты... Дальше не помню. Шлет слова простые, я служу России. Я служу России. Я служу России. Ну, эта песня, я ее спела в последний раз в 11 классе. Для меня этот день всегда остается праздником. 23 февраля – это день, который не остается без внимания. Это особый праздник, который чествует тех, кто защищает нашу страну и нас. Школы и университеты проводят различные мероприятия, посвященные этому дню, а студенты и учащиеся принимают активное участие в них. Наши герои тоже готовятся к нему. Например, Абубакар Исраилов, но по ходу обсуждения праздника наш разговор зашел о другом. Участник проекта «Дека Санас» признался, что любит петь один и не особо в хоре. Чувствую себя неуверенно, находясь в хоре, и именно это пение по партитурам, я к ней еще не привык, к такому пению, к этим партитурам не привык еще, но педагог хороший, и он у нас не с самого начала, не с первого курса, поэтому, ну, теперь он как-то научил немного работать. Я вообще люблю быть в центре внимания, а хор это, понимаете, коллектив весь, и я просто не вижу смысла для себя в нем петь. Потому что я планирую как бы сольную карьеру, поэтому... Мы пытаемся уделить внимание этому празднику, тем самым не забывая о нем. То есть мы проводим различные мероприятия в школе, в филармонии, готовим различные песни, чтобы хоть как-то уделить этому празднику свое внимание, потому что этот праздник действительно о настоящих людях. Ну, как это серьезный праздник, и все относятся к этому празднику очень ответственно, серьезно. В школе я в мероприятиях не участвовала, а вот в колледже то пару раз я там пела песню, ну, посвященную этому дню. Что за песня? Ну, всеми знакомая. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Военные песни проникнуты самыми разными переживаниями. По словам участников проекта, сердце переполняется самыми различными эмоциями, когда поешь такие песни. Эти композиции невозможно не любить, потому что они могут задеть за живое любого, говорят исполнители. Если честно, я до сих пор не учил ни одной военной песни, это первый раз. Ну, бывало, что в школе стихи там учили, в сценках каких-то участвовали, в постановках. А так я в основном привык петь лирические какие-то произведения, там, где бы больше драмы, но вот военные никогда не пел до этого. Сегодня первый день, как Абубакар начал учить песню «Журавли», которую без преувеличения можно назвать одной из самых популярных и любимых песен советского народа. Это очень красивая, но и очень сложная песня. Я сегодня, знаете, как-то начал ее петь, и я остановился на первом столбике, я дальше пел, я даже не знал, о чем я пел, потому что там написано, мне кажется порой, что солдаты, не пришедшие с кровавых полей, вот там, я точно дословно пока еще не знаю текст, но я примерно представил чувства тех ребят, которые остались живы, и у них умерли товарищи, их товарищи остались там, на этих кровавых полях. И я остановился на этом, дальше я даже не знаю, даже текста не помню дальше, о чем я пел, тоже не знаю. Ну, это слишком такая, скажем, я даже, наверное, еще молод для этой песни, может быть, чтобы полностью ее понять. Обучение как вокалиста начиналось, скажем, несколько не так, как у остальных ребят в колледже. Меня сначала научили прочувствовать эту песню. Сначала мы работаем над текстом, о чем там говорится. Сначала я его рассказываю как стих. И только если я понял, о чем поется, только в этом случае мне разрешается петь. Если я ее не понял, ну, бывает такое, что вот
одну песню ты понимаешь, другую нет, не для тебя она написана. Если оставить в стороне вокал и говорить именно о песне. И для меня вокал, для меня в самом выступлении на сцене это 70% эмоций, чувств и 30% вокала. Вот. Так что я думаю, я справлюсь. Вот эта фотография была сделана в 1970 году. Вот. Я служил в Беларуси, Белорусской ССР в то время. Сейчас Республика Беларусь. Вот. Город Бобруйск. Авиация служила, авиаполку. Так, и там был гарнизонный ансамбль. Участники проекта вместе со своим педагогом по вокалу Зелимом Дудаевым один из репетиционных дней посвятили не урокам по вокалу, а беседе, где Зелимхан рассказывал о своей молодости и службе в армии. Вот наш ансамбль такой. А это гитарист и он инструментальный ансамбль был или чисто Да, вокальный? инструментальный ансамбль. Ну, мы как аккомпанирующий эстрадный ансамбль. А кроме вас кто-нибудь вокалист, ну, кто-нибудь Вот пел? есть вот Акопян был, вот армянин парнишка, вот я. Там еще у нас были. Это весь ансамбль, да? Да, ну не весь ансамбль, но там есть еще гражданские были, две сестры девушки, дуэтом пели они, ну там они их нет. Вот и эти фотки, как бы вот служба, как бы на память там сделано все это. Вот, Зелим, я вас тут не узнаю. Который вы из них? Вот слева и эти мои сослуживцы. Это... Мгм. Русский, молдаванин и тот чеченец. Самым интересным моментом мне показалось, когда мы беседовали с Зелимом, обсуждали, как он служил в армии, показывал он нам фотографии. И для меня это, я очень люблю смотреть как бы старые фотографии. Я дома листаю наши давние старые альбомы. Но мне это как бы было по душе. Зелим, существует такое мнение, что вот каждый молодой парень должен проходить службу в армии. Вот как вы считаете, и вот насколько это сложно, что приходится проходить? В то время, в советское, вот наше время, когда нас призывали в армию, и каждый старался, даже если он был непригоден, он любыми путями старался служить в армии, потому что это было престижно, понимаете? Это закаляет человека, вот переходящий возраст, вот с 18 до 21 года, вот я 2 года служил, в то время 2 года служили. Но раньше 3-4 года служили. Вот эта школа, как бы школа мужества считалась, понимаете? Вот, служить, закалка, там общение с людьми, характер вырабатывался, становился, он мужественным становился. Захотелось побывать в армии. Ну, сказать, что вот такое огромное желание, и горю теперь этим, я не могу сказать, потому что уже какие-то другие планы на будущее. Но побывать, испытать это на своей шкуре, грубо говоря, конечно, интересно, но никак не из-за того, что там армия делает из парней мужчин или еще что-то. Наши далекие предки, у них не было армии, но все равно они рождались и погибали мужчинами. 23 февраля – это день тоже российской армии. И мы должны праздновать, поскольку мы являемся гражданами, это наша Родина. Петь песни патриотические. Кстати, о песнях. Вот, кстати, о песнях. Вот, всегда, сколько я помню, вот эта песня, она будет, наверное, вечная. Это песня «Журавли». Ян Френкель, композитор, на слова Расула Гамзатова. Эта песня, она достойна быть вечной, потому что эта песня очень такая трагичная, понимаете, все это. Куплет. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех давних летят и подают нам голоса. Не потому ли
так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Вот такая великолепная песня. Рассказывая ребятам о своем времени, в 1970 году я призвался, и в 1972 году демобилизовался из рядов Советской армии. Вот. Я как бы возвратился в то время, и все эта картина была передо мной. Вот. И то, что я ощущал, то, что я эти 2 года накопил в то время, это все мне пригодилось в жизни, это все у меня осталось. И я как мог объяснил ребятам, вот. Не знаю, как это у меня получилось. Это праздник защитников и патриотов своей родины, стало быть, настоящих мужчин, которые служат в армии или в милиции, в органах безопасности или в каких-либо других силовых структурах. Мужчин, чьи профессии связаны прежде всего с риском. Но кто они, настоящие мужчины? Какими качествами прежде всего они должны обладать? Мы решили спросить у наших участников. Естественно, сильный, там, добрый. Должен быть хладнокровным и отвечать за свои поступки и быть храбрым. В первую очередь, настоящий мужчина не должен быть самовлюбленным и эгоистичным и должен сдерживать свои обещания, защищать не только свою семью и родных, но также и свою родину, ведь это превыше всего. Должен держать и защищать свою честь. Вот человек чести, он и есть мужчина. В этот день в нашей стране принято поздравлять всех мужчин, независимо от рода деятельности и возраста, служили они в армии или нет, военные они или нет. Говорить теплые приятные слова в их адрес, лишний раз подчеркнуть все лучшие их качества. Я хочу поздравить всех с наступающим праздником военных, полицейских. В первую очередь я хочу поздравить своего отца и братьев. Желаю всем мужчинам оставаться такими же храбрыми, смелыми и, конечно же, не забывать о тех, кто ради нашего светлого будущего отдали свои жизни. Дал Техаберкати Юцер. Чтобы его далекая любовь